Помни про свой микрофон. Начинается. Ты же сама себя слышишь, ты же должна понимать, что так это. я всегда что у меня не эти так. голоса в голове. Ну понятно. Маленькие саргаланы сбивают тебя немножко в записи. Всем привет, дорогие друзья, вы смотрите «Ветви». Всем привет! Сегодня у нас замечательный гость Джулия Цезарис. Или просто Юля. Просто Юля. Блогер, фудблогер, мама, замечательная жена и просто красавица. Ну да, у нас в комментариях часто просили, чтобы мы приглашали людей, которые занимаются бизнесом, да, и поэтому мы решили начать с тебя, Юля. Всем привет, меня зовут Федорова Юля. Меня заставили. Меня заставили. Джулия Цезарис, это тоже я. Давай немножко, чтобы ты привыкла. Расскажи, как ты позиционируешь себя в своем блоге. Вот кто ты? Что людям надо знать о тебе? Самое главное — это то, что я не позиционирую себя как блогер. Всё Всегда понятно. об этом говорю. Я не блогер. Как-то так получилось, что я показываю кусочки своей жизни и быт, рецепты, что-то из работы, из семьи, но это всем оказывается интересно. Простая жизнь. Жизнь замечательных людей. Давайте просто поэтапно будем говорить. Первое, что мы обсуждаем, это Бизнес. Почему бизнес. мы, собственно, здесь Мы собрались? будем делать бабки. Да, я совладелец доставки еды ProBrunch, это Smart Catering. Также я там являюсь шеф-поваром. Шеф-поваром, менеджером, Сразу доставщиком, мне Да. кажется. вообще. Смарт-кейтеринг от обычного кейтеринга отличается. Тем, что мы не накрываем фуршеты, а мы привозим его в коробках. Достаточно просто открыть коробку, у вас уже вот смарт... Красивая подача, Да. все есть. Смарт-фуршет. Не обязательно все это раскладывать. Да? Да? То есть сервировка именно уже... Да, в готовом это такая виде. концепция, просто открыть коробку. Как ты к этому пришла? Я на правах подруги все знаю, конечно, но зрителям и капушке будет интересно. Меня пригласили туда работать. Раньше не работала в этой сфере, но я всегда любила готовить и готовила в больших количествах самые разнообразные блюда. Сама любила учиться готовить, и меня пригласили туда работать. Проработала я там примерно год, и бывшая владелица переехала на ПМЖ в другой город и предложила мне выкупить этот бизнес. И вот мы, получается, с моим братом, так сказать, выкупили его совместно и являемся двумя совладельцами. И как Саргалана говорит, я и менеджер, и повар, да, когда у вас маленькое предприятие, вы все делаете сами. Маленький штат, и приходится много работы выполнять самому, самой разной. Ну как, это же было начало пандемии, да? Когда он вообще открылся, в принципе, да, это было начало пандемии, это был март 2020-го, и я пришла туда работать. И я пришла, и это как-то пошло как по маслу. Как будто я всю жизнь свою там работала. Сейчас я человек, который знает про бранч от и до, потому что я ветеран. Сразу первый вопрос. А как отличается твоя работа после того, как ты стала владельцем? То есть что изменилось и какие сложности появились? Сложностей, их стало гораздо больше. Одно дело, когда ты работаешь просто поваром, у тебя есть четкий график рабочий, ты пришел, и у тебя есть определенные обязанности. А когда ты владелец, ты должен делать вообще все нюансы. Закуп, доставки, поставки, потому что у нас очень много продукции, которую мы закупаем извне, там деликатесы, например, тарталетки, коробки, брендированная продукция, это все нужно, чтобы вовремя доставилось в Якутск, а так как у нас всегда проблемы с логистикой, это тоже целое дело. И мясо вам тоже поставляют? Да, нам поставляют деликатесы, да и в принципе у нас такое меню очень и очень разнообразное, и у нас много необычных ингредиентов, которые нужно достать в Якутске, это бывает сложно. И тоже приходится всяко разно изворачиваться. Я знаю, что за сливочный сыр у нас в городе идет война Да, на складах. когда закрывается дорога, у нас идет война реально за сливочный сыр. Некоторые закупаются заранее прям большими партиями, чтобы хватило на вот эти недели, месяцы, пока дорога закрыта. А кто не успел, тот и дерется в очереди за последние
Сыр. Мы как с Юлей познакомились? Мы вообще познакомились... Мы познакомились в драке за сливочный сыр. Нет, мы познакомились, нас позвали на съемку какого-то приложения. Мы вообще... Ты тогда тоже пришла, мы не знали, куда мы пришли. Да, рекламу, которую до сих пор не видела. Да, что-то какое-то приложение, и все, мы там познакомились. А потом пандемия, я сижу на дистанционке, и вот Юля мне вот сказала: ты тоже готовишь, давай приходи. И все, и мы начали готовить про бранч. Понимаете? Мне понравилась долгая подводка к этому. И вот мы начали работать. Хорошо. Самый, наверное, главный вопрос для человека, который работает обычным наемным работником и который, может быть, думает о том, чтобы начать свое дело. Насколько стоит это того, чтобы отказаться от фиксированного распорядка, заниматься делами днем и ночью, потому что, очевидно, малый бизнес, он требует как бы вложения огромного количества ресурсов, не только материальных, но и именно личностных. Да, я хочу сказать, что нужно сразу знать, что ты, когда уходишь из найма, ты не идешь на свободу, как ошибочно люди предполагают, что я сейчас уволюсь с работы на дяде, буду работать сам на себя, и у меня будет свободный график, я сам себе хозяин. И бабки попрут, да. И все, и ты будешь... На самом деле это очень и очень ошибочное мнение, потому что работать ты будешь в 3 раза больше, чем в месте, где ты работал на дядю. Есть очень хорошая поговорка: сначала ты 10 лет работаешь на бизнес, а потом все остальное время бизнес работает на тебя. Так действительно есть. И будешь пахать и днем, и ночью, и будет постоянно за что-то болеть голова, за каждую мелочь. Но я считаю, что оно того стоит, если ты действительно готов, если ты знал, на что идешь, чтобы просто потом в какой-то момент руки не опустились. Потому что ситуации разные бывают. И хочется действительно на все плюнуть, и думаешь, так на дяде-то было попроще работать, оказывается. Нормированный график и все. Да, что самое сложное вот лично для тебя? Привыкнуть к тому, что ты должен всегда рассчитывать только на себя. Это самое сложное. Когда ты понимаешь, что тебе не придет помощь, что ты не можешь к кому-то обратиться, и кто-то решит твои проблемы. Ты должен сам свои проблемы решать. Вот это самое сложное, к этому надо привыкнуть. А когда ты привыкаешь, ты уже прошел огонь и воду, и ты такой думаешь: нет у наших поставщиков, да, там, тарталеток или этого нет. Ладно, будем искать других поставщиков. Свои. Сами испечем, действительно. Будем искать других поставщиков. Будем искать альтернативу. Не бывает безвыходных ситуаций. Судя по твоим сторис, ты сталкиваешься с такой проблемой, что вечно курьеры куда-то теряются, деваются, не приходят на работу менеджеры. Как это, с чем это связано? Во-первых, это связано с тем, что мы расширяем свой штат работников. Когда мы выкупили ProBranch, там был очень маленький штат. Предыдущие владельцы, они почти все делали сами, они сами доставляли, сами готовили, сами заказы принимали. Мы решили, что нам такая концепция не очень подходит, потому что надо делегировать. Мы расширили количество персонала, увеличили. Наняли курьера, наняли менеджера, наняли поваров, а потом еще требуется персонал, еще нужен менеджер, еще нужны курьеры, чтобы люди там не могут каждый день работать без выходных, как бы они ни хотели. Получается так, что есть основной костяк работников, а есть приходящие. И бывают, конечно, просто безответственные люди, которые могут взять и не выйти на работу. Мы с таким сталкивались. Они не предупреждают, получили зарплату и просто не пришли, не вышли на работу и не берут трубку. И для тебя утром это сюрприз, то есть типа, а у нас, оказывается, нет менеджера сегодня, и ты бежишь на работу и сам сидишь за менеджера. И с курьерами тоже так. На самом деле кадровый вопрос у нас вообще стоит во всех областях чрезвычайно остро. Но связано в первую очередь с тем, что, конечно, у нас в принципе не очень много людей, да, и в городе, и в республике. Но я не знаю, наверное, ни одной сферы бизнеса, вообще любой деятельности, где люди бы говорили: да, все нормально, кадров хватает, все здорово, всё хватает персонала, да, и так далее. Мне, конечно, очень завидно, что в больших городах вообще такой проблемы, как правило, нет. Ты всегда можешь найти, есть какой-то пул, из которого ты всегда можешь набирать людей. А вот, да, у нас найти вообще кого бы то ни было, это всегда большая проблема. Причем это даже во всех сферах, это не только бизнес, это госслужба, это муниципальная служба. Я работала в суде, это была госслужба, и даже там было для них
при том, что у них там пакет, да, полностью социальный. Зарплата хоть и небольшая, но стабильная, и отпускные, все оплачивалось. Даже им было сложно найти человека. У нас по официальным данным, по переписи 2021 года, ну, это не перепись, я так понимаю, ну, в общем, по официальным данным у нас 145 миллионов человек живет, почти 146 миллионов. 146. Да, и площадь 17 миллионов квадратных километров. И мы живем в Якутии, у нас тут тоже 1 миллион человек, дай бог, наберется на всю республику, которая, как мы знаем, гигантская, сколько она там Франции в себя включает. И людей вообще нету. И по всей России людей тоже нету. И вот в этом главная проблема на самом деле. То есть все структурные изменения, которые должны произойти в государстве, они предполагают, что там будет какой-то запас людей, которые что-то делают. У нас этих людей тупо нет. Ну, у нас же все экономисты, юристы. Население в городе на самом деле очень небольшое. И опять-таки, когда дети говорят, что хотят уехать в Питер, хотят уехать в Москву, потому что здесь у нас так отстойно, а то ли дело, вот давайте сравним Питер и Якутск. Это глупое сравнение, потому что в Питере сколько у нас? 7 миллионов человек живет, да? У нас 300. Ну, может быть, 350. Да давайте 400. Ну, Да, давай. давайте расщедримся. 400 тысяч человек. И, допустим, та же Москва с агломерациями, сколько? 15 миллионов. Давайте сравнивать. Я постоянно говорю, если вы хотите сравнивать с чем-то Якутск, сравнивайте с сопоставимыми городами. Допустим, со Стерлитамаком, с Нижним Тагилом. Да, какой-нибудь там Сургут. Да, то есть я думаю, что сейчас жители Сургута, которые, может быть, кто-то смотрит, в смысле? Но, тем не менее, я считаю, что по сравнению вот с тем же Нижним Тагилом и Стерлитамаком у нас дела-то идут хорошо и в плане бизнеса, и в плане кадров, так более или менее, грех жаловаться, но свои Но проблемы. просто люди хотят жить как в Москве, как в Петербурге. Ну вот я, кстати, не хочу жить как в Москве. Я пожил в Москве, Я в Сургут. и мне, да, и я после этого уехал в Сургут. И вот я в Сургуте галлюцинирую о том, что живу в Якутске. Просто мне обидно, как человеку, то, что люди так подставляют тебя в плане того, что просто не являются на работу, такие, все, я сегодня не выйду, пусть она там сама решает свои проблемы. Это же ее бизнес. Ну, да, сначала вот когда ты узнаешь о том, что у тебя кто-то не вышел на работу, ты думаешь, жалеть себя начинаешь, а потом думаешь, ну это же... Я думаю, первое слово «не жалеть», которое ты в уме говоришь, что кто-то не вышел на работу. Это говорит о человеке не очень хорошо, если он так поступает. Думаешь, ну и хорошо, значит, такой человек должен подальше держаться, если он считает нормальным такое поведение, приемлемым. А как ты вообще решилась вот так взять, купить и что-то делать? У тебя маленький ребенок, у тебя ремонт. Ну, он уже на стадии завершения, конечно, надеюсь. Да? Ну, на самом деле он уже завершился, его просто осталось там мебелью обставлять. Ну, как любой ремонт, он типа уже завершился, но там еще лет на 10. Да, 10 лет еще там по мелочи, балкон доделать. Если честно, даже вот не раздумывая, когда мне поступило предложение выкупить ProBranch, я подумала, надо брать, я же знаю хорошо это дело, поэтому я должна. Я начала искать разные пути, как я могу это сделать. И вот партнерство на тот момент показалось самым таким хорошим способом стать владелицей. Ну, твой муж тебя всячески поддерживает, да? Да, он Вообще меня семья. вообще всегда поддерживает. И да, он сказал, если ты подумала, если ты решила, если ты считаешь нужным, давай, почему нет, молодец. Ну, это, мне кажется, очень удачная и очень, на самом деле, редкая возможность, когда ты работаешь в какой-то области, и потом тебе предлагают вообще стать совладельцем этого бизнеса. Ну, владельцем. Да, Это- я тоже подумала, что это прям шанс, знак свыше, что пришло мое время перейти на новый уровень. Потому что я не планировала дальше, что я пойду куда-то в другое место, там работать поваром. Давайте коснемся твоего блога. Все-таки, даже если ты не считаешь себя блогером, многие знают тебя вот как человека, который очень домашний. Ты не боишься показывать частички своей жизни, своего сына, точнее моего сына. Который похож на Саргалана больше, чем на меня. И мужа, и вообще, ну, все. Даже материться там, представляешь? Маленько, чуть-чуть матерюсь. Чуть-чуть материться. Шок-контент. Ну так, чтобы люди понимали, на кого подписаны.
всякое бывает. Как ты вообще начала? Ты же совсем недавно, да? Да, он относительно недавно развился, мой Ну, очень быстро. блог очень быстро развивается. Я просто показывала в сторис, как я готовлю, и почему-то это всегда такой спрос имело, и все начали спрашивать рецепт, а как это приготовить, и поделиться тонкостями. А я думала всегда, что это настолько очевидные вещи. Я думала, настолько простые, простые, типа, очевидные. Я думала, все люди это делают дома, и оказывается нет. И все тонкости, нюансы. И я начала так потихоньку вести свой блог, делиться рецептами, и не просто рецептами, то есть учитывая какие-то нюансы, потому что в мелочах на самом деле все дело. Чем можно что-то заменить, если у вас нет? Но причем у тебя же совершенно, ну не то что простые, но они легко их приготовить, никаких нет заморочек. Да, я бы даже не побоялась слова простые, они действительно простые рецепты, потому что я не из тех хозяек, которые любят на кухне по 4 часа там проводить, да, например, я вот честно говорю, я не люблю готовить пирожки на дрожжевом тесте, это занимает реально 3-4 часа времени это тесто поставить, пока оно подойдет, замесить, слепить. Можно что-то простое готовить. Я вот такими рецептами делюсь, и они всем очень нравятся. Ну, потому что... тоже так думаю, зачем лепить, когда можно заварить дошик? Шутка! Нет. Кстати, дошик заварить тоже... Тоже уметь надо, знаете ли. Ну, если вы готовите растворимую лапшу без добавления яичка, мяса, сыра и всего остального, то вы неправильно готовите лапшу. Мы просто любим с мужем так взять бич-пакет и берешь большую красивую тарелку, кладешь туда лапшичку, приправы сверху, лук, там яичко, мясо, заливаешь кипятком, и ты получаешь рамен, который 400 рублей стоил бы в ресторане, а вот ты его за 100 рублей дома у себя приготовил. Красота? Да? 5 минут Я считаю, делов. что, в принципе, это очень небольшой прирост в плане трудозатрат, но при этом ты блюдо получаешь гораздо вкуснее, гораздо сытнее, гораздо презентабельнее. И самое главное, ты через час после этого не будешь снова хотеть есть. Вот это самое главное. Это не про меня. Еще вопрос. У тебя есть сын, Марик, ему 5 лет. Почти 5, да. Почти 5. Он тоже готовит у тебя блог. Он вообще фанат готовки. У него столько фанатов. Да, мы с ним снимаем время от времени рецепты, он любит готовить, у него есть маленький фартук, маленький поварской колпачок, и готовит он уже достаточно давно, и научился делать это очень аккуратно. И всех это удивляет, что 5-летний мальчик может высыпать муку в миску, просеять ее и там не уделать полкухни. Да ладно, даже 5-летний мальчик, просто мужчина, да, в принципе, который не загаживает всю кухню в процессе готовки, это редкий случай. Он такой чистюлечка просто сам по себе. Я вспомнил, как я готовлю. В плане развития бизнеса, в плане того, как его создать, как его поддерживать. Мне кажется, уже настолько все про это рассказали. То есть, ну вот у Юли реально уникальная ситуация, что ей предложили выкупить, да, бизнес. А в большинстве своем люди все говорят, ну, найди то, что тебе нравится, и пусть это убьет тебя, да, и просто сделай бизнес на этом. Наверное, я думаю, что в большинстве своем проблема в том, что люди просто не до конца понимают, что им действительно нравится. Ты бы занялся своим бизнесом? С чем бы это было связано? С джиу-джитсу. Почему я знала ответ на этот вопрос? С джиу-джитсу и с корейцами. Кстати, насчет джиу-джитсу. Вот идея для стартапа, да, в Якутске очень сложно купить экипировку. Да, вот мой муж ходил на тренировки по джиу-джитсу. Да, мы помним, Лёша, пожалуйста. Он очень хочет. Ты обещал, что придешь, но тебя почему-то нет. Честно говорю, он очень хочет, он постоянно говорит, я хочу вернуться, я хочу освоить этот навык. И мы эту экипировку, эту ги заказывали, она ехала несколько недель. Он весь изнервничался, переживался, а в Якутске, оказывается, нельзя купить. Да, это очень сложно. А почему, в чем сложность? У нее пошив какой-то? Не так много людей. Да, очень мало людей занимаются относительно. Да. Хорошо. А может, тогда нужен какой-то магазин не именно, где ги только продаются, а где вообще, в принципе, вся экипировка продается? Там же и карате, и другие виды. Ну, дзюдо, да, там много, на самом деле, направлений. Вообще, так как единоборство у нас достаточно хорошо развито в городе, странно то, что у нас так мало магазинов, которые... А сколько она ориентировочно стоит? Ги, 1700 где-то стоит. Ну, нормально. Ну, на самом деле это дорого. То есть люди, когда узнают, что,
мы говорим, вы можете позаниматься в шортах в Рашгарде, но желательно все-таки купить ги. И когда они узнают, что цена начинается от 6-7 тысяч, они, конечно, приседают, говорят, многовато, потому что дзюдоги, к примеру, стоят 1003. То есть, ценники сильно отличаются. Ну вот эта ги, она стоит этих денег, потому что я когда на нее посмотрела, это не просто кусочек тряпочки, это реально сложная, плотная, пошитая, да. плотная экипировка. И мне кажется, да, она так и стоит. Ну да, потому что когда... Но она же еще используется вот в этом вашем едином росте. Ну, мне кажется, она жутко неудобная, нет? Она такая вот... Она жесткая. Очень да. жесткая. Привыкаешь. В принципе, привыкаешь. И на самом деле сейчас, так как джиу-джитсу становится все более массовым спортом, иногда... Они там так потеют, что ну все. Я знаю. Ну, муж приходил после тренировок. И говорил, не трогай меня, от меня воняет. Наверное, очень многих людей интересует, по твоему мнению, в каких заведениях города самые лучшие повара, самая лучшая сервировка, самая лучшая подача? Время готовки, это, кстати, тоже... Ну, мне не нравится, когда очень долго. Ты приходишь голодный, и тут еще ждать заставляют. Ну, я вообще в общепите последнее время всему предпочитаю формат столовой, то есть чай на кафе. То есть где у тебя... Свои азиатские... Ну, во-первых, да, свои азиатские приколы, во-вторых, чтобы тебе сразу это наложили, и ты не ждал, пока тебе приготовят и так далее. На первом месте, если вот все вот эти критерии учитывать, то это будет, конечно же, Китагава. Они уже в ресторанном бизнесе прилично по сравнению с другими заведениями города Якутска, и у них всегда стабильно качество, подача, обслуживание, вкус неизменно, стабильно. Вот когда Хороший. всегда вкусно, всегда Ну и цены одинаково. там, достаточно нормальные, Да. не завышенные. Лепим и варим на проспекте. Они франшиза, и мне кажется, у них концепция работы настолько налажена, что у них всегда все есть, у них ты пришел, тебе быстро приготовили. Ну, у них же вот такая концепция, чтобы ты быстренько покушал и убежал. У них даже столики маленькие стоят, это специально, чтобы ты там не засиживался, потому что они на поток рассчитывают. Но люди все равно засиживают. А что там вкусное? Я, например, никогда там не была. Там Я каждый день пельмени, там хожу. Там пельмени с крабом. Я не очень люблю вот такие формата обеденные заведения, но тем не менее в Лепим-Варим очень классные пельмени с крабом. Они дорогие, но так как там настоящий краб, и они очень вкусные. Ой, я хочу попробовать. А мне нравится с мраморной говядиной. Они такие черно-белые, и они на вкус вот как хорошее дорогое мясо. Они даже пахнут вкусно мяском. Рекомендую попробовать. Ты же не ешь Я говядину. не ем говядину. С курочкой тогда. Вот с курочкой. Сырные, что-нибудь. кстати, пельмени тоже очень неплохие. Вот, и Нравится, еще, я что не помню. классно, у них детям до 7 лет порции пельменей Вот Про бесплатные. это я слышала, но кто-то, какой-то тоже наш якутский блогер, делал обзор на Лепим-Варим в Якутске. Они говорят, мне дали жалкие 5 пельмешек ребенку. 7 пельмешек у них порция, 7 да? пельмешек. И вот, я говорю, ну, это же ребенок, он... Ну да, маловероятно, что у вас ребенок 25 Ну да, съест, что-нибудь такое. во-первых, а во-вторых, ну, так... они- Это же еще и бесплатно. они Ну, же как? Ну бесплатно да, можно представляют. доплатить, и тебе Нормальную еще, порцию. да, если твой ребенок не наедается. Так мы были недавно с Мариком, буквально неделю-две назад, и нам тоже дали порцию, она небольшая, но в самый раз прям для маленького ребенка. Вот, а третье я даже... Мне сложновато выделить, потому что во всех остальных заведениях через раз. Там и подача постоянно меняется, и вкус тоже меняется. Поэтому, ну, кстати, если не из ресторанов, а из доставки, Додо пицца. Это Пицка наша. вообще любимая. самое вкусное. Давай, раз мы перешли к доставке, развеем тот миф, что многие блогеры у нас рекламируют доставку и все такое. Я знаю то, что ты не рекламируешь, если ты сама ее не попробуешь, если ты не будешь постоянным их клиентом и все такое. Да, я не беру рекламу доставки еды, и я не беру рекламу заведений, когда меня приглашают, потому что я просто я не представляю, вот мне отправили еду, и значит, что я уже заранее обязана оставить хороший отзыв, а если я не пробовала, как я могу хороший отзыв о них оставить? Я считаю, что это нечестно. Но есть там пара доставок, например, роллы ям-ям, которые я и так, в принципе, до этого заказывала за свои деньги и уже очень много раз пробовала. Конечно, я им сделаю рекламу, потому что я уверена в их качестве. А брать какие-то другие на рекламу, это
Странно. А есть еще блогеры, у которых там несколько доставок разных в неделю, и они все самые вкусные и самые лучшие. Это тоже странновато. Но ты можешь сделать, тебе не доставляет никаких проблем сделать антирекламу? Вот, то есть что-то заказала и такая... Ну, Не подкладывали тебя под дверь потом гнилые роллы? Я не очень люблю делать антирекламу, потому что, в принципе, я такой негатив нести в массы не очень люблю. Но если мне что-то не понравилось, и я пишу в доставку еды, и я не получаю никакой обратной связи или пренебрежительное отношение, тогда я, конечно, расскажу, какие они нехорошие. Но вот недавно я заказывала, я не буду говорить. Да, мы слишком много рекламы уже сделали. Да, я заказывала бургеры, там знаменитая доставка новая открылась. И в первом же укусе... Надо помониторить. В первом же укусе мне попался волос. Я, конечно, сфотографировала им, отправила, но они без проблем извинились, вернули деньги за этот бургер. Нет, не забрали. Сказали, волос оставьте себе. Это наш приятный бонус. Мы его в рамку поставили дома. Вообще любой бизнес, который завязан на клиентской базе, это очень тяжело у нас, потому что, с одной стороны, не хватает нормального отношения очень часто к клиенту, а с другой стороны, иногда ты видишь, с чем сталкиваются люди, то есть в особенности те, которые, допустим, работают в ритейле. Сколько сумасшедших через них проходит каждый день, абсолютно неадекватных людей. И на самом деле эта ситуация вроде бы должна была поменяться за последнее время, но я этого не наблюдаю, то есть все так же какие-то психи орут на кассиров, все так же абсолютно хамское отношение может быть, допустим, в кафе. Ну, конечно, это в первую очередь проблема воспитания, но все на самом деле можно свести к тому, что да, у нас проблема воспитания. Вот так вот. Но в плане бизнеса я считаю, что всегда это в первую очередь проблема в том, что люди не понимают, люди не существуют в рамках нормальной конкуренции, как, допустим, в крупных городах. То есть у нас ты действительно можешь очень долго творить всякую дичь, забивать на клиентов, что только не делать, и это, в принципе, по твоим доходам не очень сильно ударит. В крупных городах обычно, если ты косячишь, то очень скоро у тебя просто перестанут заказывать, и ты загнешься. Нет таких критериев, что вот мне, допустим, не то, что даже нахамили, а просто, неприветливый персонал, допустим. Ну, так. И люди говорят, так у нас везде персонал неприветливый, как правило. То есть у нас доходит до того, что я зашел, со мной поздоровались, и ты такой, ух ты, что за сервис? Так, что-то началось. А хорошего дня пожелали, так вообще приятно. Да, и это немножко грустная ситуация, потому что более или менее везде у нас по стране начали понимать, что все-таки человеческое отношение гарантирует, не гарантирует, но это очень серьезный фактор того, что клиент к тебе вернется. Даже взять в плане Якутска у нас очень много доставок еды сейчас. Много. Изрядно. И то есть у тебя есть выбор, и если где-то тебе что-то нахамили, ты такой, я в другом месте закажу, спокойно. Тут еще такой ты свои азиатские эти, да? Да, во-первых, китайцы мне никогда не хамят, поэтому я выбираю только их. Теперь понятно. Да, но с другой стороны... Да, но с другой стороны, мне кажется, еще проблема в доходах. Потому что если есть условная Додо пицца, где одна пицца может 1000 рублей стоить в легкую, то, допустим, человек, студент, да, или просто человек, который не готов тратить такие деньги на пиццу, он там не будет заказывать. Он будет заказывать там, где дешевле. Где 3 пиццы за 999 рублей. Да, они такие невкусные. Невкусные, но зато человек наелся, все доволен. Когда у нас есть, допустим, на 5 каких-то компаний, которые предлагают за высокую цену какой-то сервис, ты, естественно, будешь уже судить не только по цене, а именно по качеству. Да. А у нас сейчас все-таки такая ситуация, что, наверное, половина клиентов будет выбирать то, что дешевле. Потому что финансовая ситуация и в городе, и в стране не располагает к тому, чтобы пальчик-то оттопыривать. Россия для грустных. Ты сталкиваешься с негативными отзывами в свою сторону? Да, конечно. У меня количество подписчиков уже
прилично, и люди бывают разные. Они просто не считают, что это хейт. Они думают, что это в порядке вещей. Вот так написать человеку. Гадости какие-нибудь сказать, что-нибудь плохое. Футболку могла бы погладить. Вот так, например. Я считаю, что это очень некорректно. Нельзя такие вопросы задавать и утверждения. А человек считает, что это вполне себе приемлемое замечание. Это на самом деле, Сарглана на прошлом подкасте. Да, на прошлом мне тоже написали. Что шнурки не белые. Постирай шнурки. И я такая, возьми, да постирай. В чем проблема-то? Я вообще не вижу проблемы. Ну вот как тебе жить мешают мои грязные шнурки? Или вот моя мятая футболка тебе глаз режет? Можешь тогда отписаться, чтобы не смотреть на меня вот такую неряшливую в мятой футболке. Конечно, проблема воспитания — это понятно, но это человеческий конфликт внутренний. Как ты на это реагируешь? Ты с агрессией или наоборот? Нет, я со смехом всегда на это реагирую, и я стараюсь показать своим подписчикам вот эту сторону, чтобы они тоже посмеялись. Конечно, я не выставляю фотографии человека, и чтобы там его попозорить с отметкой. Давайте ее пожалуемся. Но просто я хочу донести, показать людям, что не надо быть такими критичными по отношению к другим людям. Меня очень всегда радует, что обычно такие комментарии пишут. Ты открываешь профиль, в Инстаграме же все видно, и видно, кто тебе пишет, и насколько у него проглажена футболка. Да. Это же еще в основном почему-то женщины. Да. Какие-то недовольные жизнью. Ты еще заходишь, и там у нее Эльвира. Любимая жена, самая лучшая мама принца и принцессы, а она червоточит как только может. И причем ты же не единственная, кому она пишет. Мне кажется, она просто сидит на диване и вот. Мне кажется, что здесь проблема... Что это за волосы? Заставки пришли. Я думаю, что проблема здесь отчасти в том, что у людей до сих пор нету вот этого разделения. Люди как бы думают о том, что в Инстаграме человек, у которого много подписчиков, он как телеканал. Так какая-то, не организация, это в смысле, это вот какое-то явление в стиле канала на ТВ. И можно писать всякую дичь. А я всегда и думаю, что социальные сети, это мало чем отличается от того же телефона, просто он массовый. И если ты какому-то человеку пишешь погладь футболку, если вы не знакомы или мало знакомы, то это вообще абсолютно неприемлемо. И это относится не только к какой-то критике, а вообще в принципе, когда пишут абсолютно незнакомые те люди какие-то непонятные вещи. Это все равно, что тебе по телефону вы позвонили и сказали, а что, братан, как дела? Я не знаю, а с чем это связано? Вот мы тут, сидящие в этой комнате, такими же вещами не занимаемся? Это говорит о человеке, что у него есть какой-то конфликт внутренний. Может, он облегчение испытал после того, как самоутвердился, ткнул тебя в лицо, лицом, что у тебя футболка мятая. И он подумал, могу себе позволить и останусь полностью абсолютно безнаказанным. Могу вот такое писать. А еще я могу создать фейковую страницу, и еще хуже гадости с нее писать. И мне тоже за это ничего не сделают. Вот такой я человек. Это должен быть хэштег уже у нас. Вот такой я человек. Но ты же свой блог позиционируешь как, без всякой идеализации, что ли. Ты вот как есть, так и показываешь. Да. Муж помятый рубашкой. Да, конечно. Я сейчас даже, когда у него глажная футболка, я говорю, смотрите, сегодня я погладила ему рубашку. Какая я молодец. Да. Думала не гладить, я потом подумала, да ладно. Сегодня твой счастливый день, пойдешь. Сегодня твой день рождения, как ни крути. Юля в основном отвечает сейчас на вопросы и просто говорит, это все равно какой-то формат интервью. Давай, порассуждаем. Что вот у тебя вообще на душе, о чем бы тебе хотелось высказаться? Может быть, не в контексте нашей беседы вообще. Вот что тебя последнее время занимает? Вот такие вот вопросики. Вот такие мы люди. Мысль, которая мне сегодня с утра пришла в голову, я подумала, почему моя кошка не может свои дела делать в лоток? Почему она делает это? Вокруг, то есть вот же стоит лоток, он большой для тебя с наполнителем. Как быть-то, я не знаю, не заводить кошку, заводить собаку. А у меня и кошка, и собака. Кошка и собака у человека. Пусть собака влияет на кошку, пусть воспитывает ее, а то что это такое? Не получается. Очень смешно то, что вот кошку на самом деле очень, не то что очень, но в принципе возможно научить ходить на унитаз.
Вот у нас Ваня Пронин научил своего кота. Джонсон? Да, Джонсон ходит на унитаз. Джонсон ходит на унитаз, и это, я помню, это дикое ощущение, когда вы просто сидите, разговариваете, и ты краем глаза видишь, как кот пошел в туалет, слышится журчание, и ты думаешь, ну сейчас он смыть должен, по крайней мере, и он выходит. Такой, ну, Джонсон, ну, пожалуйста. Еще один интересный факт о Джонсоне, то, что он ходит в туалет, это одно. Один раз я была у Насти, у его жены в гостях, с нашей еще одной подругой, и вот подруга ела куриную ногу, и Джонсон просто прыгнул и выбил из ее руки ногу и убежал с ней. У меня были вот такие глаза. Это вообще шок-контент реально. Так бывает, что ли? Вот собак учат, у меня корги, у нее вот такие лапки. Она при всем желании большом, она не сможет в туалет сходить. Там вот, кстати, видео было, где именно компактная собака это делала. Она так откидывает лапы назад и лежит просто. Да. Просто в положении Супермена это делает. Ну вот такой небольшой перерывчик на справление малой и большой нужды, чтобы перейти еще к каким-то мыслям, которые могут прийти на ум. Саргаланя. Проблема. Да. Почему люди такие злые? Может, меня тапками закидать, но мне кажется, что это проблема русских людей. Мне кажется, вот это реально Россия для грустных. Россия для грустных, да, и злых, и печальных. Ты уже априори рождаешься токсичным человеком. Ну, тут вопрос, вот это именно поведение, то есть токсичность, или это то, что люди вокруг выглядят не очень жизнерадостными, потому что вот как раз-таки на прошлом подкасте мы говорили, что вот, ну, у многих людей просто вот такое выражение лица. Нет, вот именно злые. Но просто злые. Малейшую возможность Ну подожди, мы же использовать, тоже чтобы... родились в России, но у нас же нету этой злости. То есть склоняемся к тому, что люди злые вот от своей... уровня жизни. Тут уровня жизни, да. Также можно иметь все условия и не быть счастливым, просто потому что ты хочешь быть злым и несчастным. Ему на ум никогда может не прийти идея, что можно быть счастливым. То есть он просто всегда в негативе, и вот такая ситуация. Ну и опять-таки есть другая ситуация. Есть же люди, вот как раз мама двух ангелочков, там, любящая жена и так далее. Это абсолютно никак не мешает человеку быть токсичным на самом деле. То есть он может... гадостью. Да. Есть все-таки некоторые общие параметры общения между людьми, которые изначально прививаются с самых-самых молодых ногтей. То есть ребенок, во-первых, смотрит, как родители между собой общаются, и смотрит на то, как вот во дворе он общается со сверстниками. Ну, я не знаю, насколько сейчас а как это... с этим бороться? Что сделать? Общаюсь со своими друзьями, да, и со знакомыми, с приятелями, и все часто говорят, что вот нам по молодости лет такого не позволяли. Нам сразу дали леща. И ну, ты же сравниваешь вот поколение моложе, которым явно позволяли уже больше, их воспитывали по всяким умным педагогическим книжкам, что ребенка нельзя ругать. Вот они себя не очень хорошо часто ведут. Может быть, это просто конфликт поколений, да? То есть любые. А я думаю, старшие наоборот, поколения. вот ты своего ребенка не ругаешь, он вырастает самым добрым. Мне кажется, здесь даже дело не во вседозволенности или, наоборот, в ограничении. Мне кажется, это дело в разграничении хорошего и плохого. Если тебе родители не смогли донести, что плохо, а что хорошо, может, его строго ограничивали, но при этом он видел, как мама лается на улице с соседкой, и это было нормой. И вот ребенок вырастает, и он тоже считает, что нахамить знакомому или незнакомому человеку — это норма. Вот меня в детстве били, и детей вокруг тоже били родители, у нас как бы это было неотъемлемой частью воспитания. Я своего ребенка никогда не бью, просто вот мы разговариваем, и он, несмотря на то, что ему 4,5, он все равно понимает. Да, он маленький, но информацию в любом случае можно донести словами. Разграничиваем, что хорошо, а что плохо. Надо разговаривать в любом случае с детьми. Тогда они вырастают эмпативными. Эмпативный человек, мне кажется, он сам по себе добрый, открытый. Ну, естественно, когда ты можешь воспринимать эмоции других людей, ты как бы, наверное, по определению не станешь целенаправленно кому-то причинять какие-то моральные страдания. Сложно рассуждать еще о воспитании, опять-таки, в силу уровня жизни. Бывает такая ситуация, что просто не хватает времени. Ну, это такой социальный, наверное, больше момент. Люди заводят детей тогда, когда у них нет возможности уделять адекватное количество времени.
потому что это и работа, это куча проблем, нету своего жилья и так далее и тому подобное. И это та картина, которую я часто лично вижу, то есть что человек носится на 2 работах, ужас и кошмар, и под вечер еще нужно уделять адекватное время и внимание ребенку. И поэтому вот выходит такая ситуация, что дети растут как сорная трава частенько и, соответственно, не очень хорошо впитывают какие-то принципы поведения. Смотрите, тут еще дело не в количестве времени, а в качестве. Да. Если мама работала там на 2 работах, она пришла, вот у нее есть 2 часа времени, но при этом она как бы рядом с ребенком, но она сидит... хочет уделить время ребенку. Да, но она сидит в телефоне, Да. потому что у нее там тоже, ей хочется вот этой отдушины, и он здесь, и как бы она с ним, и не с ним. Да. Но можно полчаса ему уделить, ну, убрать телефон и с ним поговорить, и он запомнит эти полчаса, которые мама ему уделила, гораздо больше, конечно. чем эти 2 часа, Согласен. которые... Или там даже, господи, 8 часов. Мама, которая сидит в декрете, но она как бы с ним, но она не с ним. Вот, качество времени, проведенного с ребенком, тоже очень важно. Я вот очень часто вопрос слышу: а тебе муж помогает по дому? Нет, он мне не помогает, потому что это не помощь. Мы живем вместе, мы оба работаем, весь день мы живем вдвоем в этой квартире, это наша квартира. Почему он должен мне помогать? Почему я должна тащить на себе этот быт, а он пришел и мне там помог пыль протереть? Мы делим между собой обязанности. Я считаю, что это приемлемо в современных условиях, когда не мужчина охотник, добытчик, а когда вы оба работаете. Это приемлемая модель поведения. Да и мужчина, он, в принципе, физически сильнее. Ты работала, он работал. Вы пришли, и мне кажется, вот у мужчины даже сил побольше как-то. Вот у меня муж полы, например, моет. Пришел с работы и моет полы. Но у тебя муж еще и готовит, для него нет вообще. И готовит, и убирает, так же, как и я, и стирку. И с собакой гуляет, и все. Да, мы делим поровну с ним, так же, как и за ребенком. Он его купает, например, там я спать укладываю, и мы делим все домашние обязанности между собой поровну. Я знаю очень много девушек, у которых вот мужская помощь, она вот как именно вот как помощь воспринимается. Что Типа, он там Какой молодец. Да, посидел с ребенком, пока я в магазин сходила. Какой молодец. Ну он же родитель, такой же вот. Вы же 50/50 сделали. Ну, не будем в биологию углубляться, как вы его сделали. Но реально 50/50 это ваш ребенок, ты мама, он папа. Это ваш дом, вы оба работаете, вы должны вместе ухаживать за своим домом, и никто не помощник там, и никто не домработница. Вот. И сейчас, в 2021 году, оказывается, это все еще актуально. Все еще Когда- актуально, причем даже многие девушки так считают, то, что это нормально, когда ты все делаешь по дому, и тут ты попросила своего молодого человека, мужа там. Как Вот. будто вот Да, ребенок, и просто причём взрослый ребенок. Она просит, ты можешь мне помочь сегодня вот с уборкой? Можешь мне помочь? Ну, типа, У нас как это? сегодня экономический марксистский выпуск, потому что Давай туда еще. ответ на это все опять-таки лежит в том, что мы забываем, что и сейчас, по сей день, во многих странах есть проблема, что женщины при прочих равных зарабатывают меньше, чем мужчины. Это большая проблема, то, что работодатель как бы склонен больше платить специалисту мужчине, чем специалисту женщине. Часто бывала такая ситуация, когда всю работу именно в плане финансовом брал на себя мужчина. Да, это было раньше. Сейчас ситуация меняется, но да, человеческие умы так быстро, к сожалению, измениться не могут. А ты помогаешь Я, потом? я не помогаю, я делаю какие-то свои дела по дому. Когда нужно помыть посуду, помыть, пропылесосить. и так далее. Ну, радует, что сейчас больше людей, которые брак рассматривают как партнерство, а не как раньше. Вот я сама в такой семье выросла, при том, что у меня и бабушка, и дедушка, они оба работали, но бабушка считала, что мужчина, он не должен заниматься домашними делами. И она готовила, убирала. Там, единственное, что она ее могла попросить, это что-то тяжелое сделать, там, например, ковер свернуть и вынести его. А так все сама. Женщин тогда стыдили, если вот мужчина что-то делает по дому. По дому. Значит, ты сама не справляешься. Все-таки вот в этом делегировании как бы должна тоже своя логика прослеживаться. То есть, во-первых, да, это тяжелые какие-то вещи. Логично, что мужчина это будет делать, не женщина. Допустим,
что-то просверлить, прикрутить, с электрикой покопаться. А, ты чё? Зверь-машина. Мы ремонт полностью в моей хате делали с Юлей. Кстати, да, мы с Аргалане сделали ремонт в квартире. Там штробит, долбит. Обои всё, клеили, да. красили, все делали. Штукатурили. Тут я устраняюсь. Есть в этом, конечно, такой немножко с патриархального уклада момент, но я считаю, что это в обе стороны работает. Наверное, не очень хорошо, когда делами, которые может заняться мужчина, занимается женщина и делает это, допустим, в силу Просто того, если что у ты нее нет можешь это опыта. сделать, ты идешь и делаешь это. Да, Ну, вот да, лично да. для нас, То мне есть, кажется, так. если вы просто, грубо говоря, как в компьютерной игре сравниваете, у кого навыки на что как бы больше заточены, и занимаетесь делами, где вы можете эти дела выполнить максимально эффективно. Если вот у вас временные какие-то рамки, и нужно, допустим, ту же стену штрабануть и помыть посуду, наверное, будет логичнее, да, что мужчина будет штробить, женщина будет мыть посуду. Сейчас меня закидают. Да. Если ты на самом деле профессиональный Штробитель. да, штробист всего, да, пожалуйста, конечно, я буду мыть посуду. Но опять-таки, если мне как бы навык позволяет это сделать эффективнее и лучше, логичнее, что я буду это делать. Сама на свой вопрос отвечу. Это тоже проблема воспитания. Если девушка видит, что папа с детства украшение дивана, то она подсознательно ищет себе мужчину в будущем, который тоже станет украшением дивана. Или бытовой инвалид, как сейчас принято говорить. Все получают кто что хотел, и все в итоге довольны. Нет дивана. Конечно, это очень сильно недооценивается, но дети, они реагируют не только же на какое-то прямое воздействие, они просто видят, что вокруг них происходит. Таким образом у них формируется какое-то восприятие. То есть вот, это норма. Вот, человек пришел с работы, лег. Это норма. Он ничего не делает. Это норма. Да, и доказанный факт, что человеческий мозг, он в будущем, то есть в взрослом возрасте подсознательно ищет те ощущения, стремится к тем ощущениям, которые он в детстве испытывал. То есть это его так нейронные связи сформировались. Она хочет того же самого, что было в детстве. Вот папа лежал здесь, пусть мой конечно. ненаглядный полежит здесь. Мы биологически во всех отношениях стремимся к гомеостазу, то есть как физиологическому, так и психологическому. То есть мы стараемся не отклоняться от какой-то генеральной линии партии, которая изначально была в нас заложена. Если, грубо говоря, человек первые 5 лет своей жизни вот видел быт именно таким образом, он будет считать это нормой. И будет стремиться, конечно, к нему, да, и подсознательно, может, даже и сознательно. Я долго над этим работала, потому что у меня в голове тоже был шаблон. Вот мой папа как раз-таки был украшением дивана. И я, если вот его вспоминать, я вспоминаю как человека, который лежал на диване. И я с детства себе вдалбливала в голову, не должно быть так. Так быть не должно, у меня так не будет. Не могу себе представить, чтобы я домой прихожу, и мой муж такой лежит на диване, я вокруг него пыль протираю, кушать ему там приношу, как султану. Ноги помыла. После джиу-джитсу. Я вообще не понимаю сути вопроса, потому что мне кажется, что любой нормальный человек, он понимает, что ему нужно выполнять какие-то функции, да, не только по работе, но и просто дома. я, например, сталкивалась в своей жизни с таким отношением, когда вот я вот все делала. Дробить, штолбить, вот это вот все. Я не говорю, что он сидел на диване, он просто занимался своей работой. Хотя я же тоже работаю. На 3 работах. А леща надо было, да? Надо было леща дать. Да, я считаю, что Где ж ты вполне. раньше был-то? Нет, может быть. Я думаю, что вот, грубо говоря, если у кого-то в команде зарплата 1 000 000 рублей в месяц, 2 миллиона рублей в месяц, а у кого-то в команде зарплата там 30 000 рублей в месяц. Наверное, опять-таки, это чисто математически, что логичнее. Пусть уже один работает и занимается только работой, приносит там свои 2 ляма в месяц. А второй человек занимается всем остальным. Но это опять-таки математический подход в распределении обязанностей. Если человек тратит, грубо говоря, Но если 15 часов... его дело вот приносит ему вот только 30 000, не будет выше. Но это при этом его он в пределе, да. и это его любимое дело. Тут тоже надо учитывать. А об этом, дорогие друзья... Не, нюансов и правда много. Нет, я согласен, что человеческий... Вообще, если мы говорим вот о логике, да, как таковой, то изначально всегда во всех учебниках по логике написано, что это как бы не распространяется на отношения между людьми.
Да, то есть кругами Эйлера невозможно описать, как человек будет взаимодействовать с другими людьми. И поэтому, естественно, люди всегда приходят к какому-то компромиссу. В первую очередь, они вообще хотят быть вместе или нет. Да? То есть и решают какие-то межличностные свои проблемы своим путем. Просто если мы говорим о какой-то макроситуации, я считаю, что может быть такое, что человек ничего не делает по дому, если он реально очень много чего делает по работе. Такое может быть. Приемлемо ли это для его партнера? Вот это другой вопрос. Да, то есть, если вам это неприемлемо, ну, вы, соответственно, не соглашаетесь на такие отношения, вот и все. Совет от Кэпа. Опять мужиков не получилось пообсирать. На самом деле женщины абьюзят мужиков, тем более в России. Не, реже. да много, да, таких. Да некоторые бьют даже, чего уж там говорить-то. Многие бьют. На самом деле, вот это такой нюанс. На самом деле такой нюанс, что... Некоторые из них даже здесь сидят. Я в ударки не очень, пропускаю постоянно, а бороться, ну, в принципе, более или менее. Да, у нас же еще такая ситуация, что когда мужчина бьет женщину, это, естественно, всеми порицается. Это все, это не человек и так далее. Но вот когда женщина начинает бить мужчину, на это немножко смотрят сквозь пальцы. И некоторые не очень хорошие женщины этим пользуются. То есть часто видно, что приходит человек с синяками, оказывается, ему тарелкой в лицо кинули. Как бы. И это, милые бронятся, просто тешатся. Ну, как бы, а человеку потом, не знаю, швы накладывать. Ну, не очень нормальная ситуация. Здесь только за август было 17 девушек, которых вот домашнее насилие. Мужчина ее побил. 17 за август. Комнатных бойцов же много кухонных. Я не знаю, 17. Саргалана, ты понимаешь, что 17 — это вот то, что человек попал с побоями, подошел полицейский, спросил, как вы их получили, там. Причем они не говорят. Сколько таких случаев, во-первых, это когда... 1/10, наверное, если не Я просто, мне 1/100. так больно от этого понимать, то, что такое существует. Да, вообще насилие между людьми — это ужасно. То есть Тут это... еще стоит понимать, что их жалеть тоже такое себе. Это Но их они выбор. же сами, конечно. Они это выбрали. Можно не терпеть. Можно идти в полицию, можно идти сразу снимать побои и привет большой. Бывают не только какие-то субъективные причины, просто не хочу уходить, бывают объективные. Бывает конкретная зависимость, бывают угрозы со стороны. Ты уйдешь, я тебя найду и что-нибудь с тобой сделаю. А еще нужно научиться двойки, если что, пробивать. Да. Ну, двойка — это, мне кажется, не для каждого, да и как бы весовые категории все-таки разные, но перцовый баллончик продается в любом магазине свободно. Какие-то атрибуты. Легально, да, нужно уметь защищать себя. Это ужасно говорить в 2021 году, но до сих пор ваша безопасность — это ваша личная ответственность. Вы должны уметь защищать себя в любой ситуации. Я тоже могу врезать, и то как бы ношу с собой дополнительные как бы предметы, которые помогают моим навыкам чисто Серьезно? физическим. Ты же можешь на бедро кинуть. Я могу, но, во-первых, как бы там... А вдруг их много? Да, нападающие. Так несколько на бедро кинуть, нет? Как я уже говорил, вот с 2020 года, когда пандемия началась, люди начали себя вдвойне неадекватно вести. У людей тупо едет крыша, то ли от того, что они сидят в 4 стенах, ну, сидели в 4 стенах, то ли от того, что постковидные последствия там на психику не очень хорошо влияют. Количество драк на дорогах просто нереальное стало. Количество просто бытовых нападений, когда человек ночью возвращался спокойно себе, и до него просто кто-то докопался, тоже ужасно. Я последний раз такое видел, когда в школе, наверное, учился. Я очень часто поздно там с работы возвращаюсь или еще что-то, иду домой, и у меня нет вот этого ощущения страха. То есть я иду, и даже я не думаю, если там кто-то на меня нападет, что я сделала. Ну, это, с одной стороны, хорошо. До поры до времени, пока со мной этого не случилось, или что? Не хочется так в какие-то сослагательные наклонения уходить, но, скажем так, это хорошо, что у тебя нету этой тревожности, но все-таки какие-то элементы защиты при себе иметь И ходите в хорошо освещенных местах. Да. Вот, но я понимаю то, что лучше этого не делать. Хорошо освещенных местах, и газовый баллон — это самое идеальное средство самообороны, которое на данный Или хотя бы доступно. баллон лака для волос. Это тоже для тебя тоже безопасно, потому что есть случаи, когда перцовый баллончик, и ты его
там не так повернул и себе в глаза, и... Да, кстати, есть лайфхак. Если вы носите с собой перцовый баллон, я очень рекомендую взять маленькую батарейку и скотчем приклеить со стороны сопла. Таким образом, вы вслепую всегда можете нащупать, в какой стороне у вас сопло, и спозиционировать так, чтобы использовать на нападающем, а не на себе. Это Причем уроки сейчас же самообороны. такие появились. В ТикТоке, наверное, видела комплект как бы ключей со всякими, что это называется, брелками. Но если брелоками. Брелоками? Нож-кредитка, потом вот такой вот там есть пушок, в нем Что? ну, пушистик такой. Мохнатка. Мохнатка, да, мохнатка. Пожалуйста. А мы вот без всяких. А что это? А что это ты смеешься? Убийственная Тебе мохнатка. смешно? Убийственная мохнатка. Да. Убийственная мохнатка там. Я просто... Я боюсь представить принцип работы у убийственной мохнатки. А там что-то спрятано. сложная то есть техника она выглядит как мохнатка, а внутри там, ну, скажем, перцовый баллончик. Как помпон. Давайте Да, так. помпончик. Меховушка. Меховушка. Да. Мохнатка. Я не знаю, как так все вылилось, что у нас уроки самообороны пошли, но вот по поводу ножа кредитки, учитывайте, что нож — это на самом деле очень плохое оружие самообороны. Это оружие нападения. И если вы успешно просамооборонялись от кого-то при помощи ножа, то, скорее всего, вас потом будут ждать определенные последствия, Да. потому что это будет квалифицировано как превышение пределов самообороны, ну, в большинстве случаев. Если только там на вас не напала толпа людей с ножами, это все зафиксировано на камеру. Если вы просто кого-то порезали, пусть нападающих было много, они были большие и страшные, если не будет каких-то свидетельских показаний, вы очень, вполне можете попасть. И желательно этого не делать. Поэтому никаких ножей для самообороны. Да даже самооборона в кулачном бою, это тоже может быть опасно. Да. Один неверный удар, и все, нет Да. человека. Если у вас хороший нокаутирующий удар, у вас должна быть конкретная привычка. Вы бьете и сразу же подхватываете, чтобы человек, падая, затылком не ударился об бордюр, как это было в очень громком деле Расула Мирзаева, к примеру. Поэтому газовый баллон — это идеальный вариант для самообороны и для девушки, и для мужчины. У меня друг Александр, кандидат в мастера спорта по боксу, но при этом не считает зазорным, возит с собой газовый баллон. А где их взять? Где не продаются? В магазине «Звезда». Обращаться по телефону. Все, поняла. Нужно быть просто совершеннолетним. И нужно быть аккуратным, не стоит распылять это где-то в закрытых помещениях. У меня 2 раза за этот год было такое, что ко мне просто подходили непонятные личности, с целью подраться. Здесь. Мне Да. кажется, это себя уже должно настолько изжить. Может, это вообще, там где-то в отдаленных Должно районах было бы. города. Это Но есть, мне кажется, единицы, которые... Да, Вот, два раза. Да. То есть при том, я не маленький чувак, в принципе. По мне видно, что, зачем? Я просто училась на 17-м квартале в школе. Я помню, что у наших ребят это было любимым развлечением. Вот вы вечером выходите и шатать это называлось. Че, пойдем сегодня кого-нибудь шатать? Шатать. Да, и там идет человек, может с него шапку снять, может просто его сзади с локтя дать ему. И... Это просто, чтобы докопаться? Да, но молодые, досуга-то горячие, мало, импульсивные, да. хочется куда-то Интернета-то свою нет. силу выплеснуть, а это еще 2000, 8-й, 10-й. Что делать-то еще? Вот так и развлекались, вышли пошатать кого-нибудь. Пивка попили с баллонов, сжатых бэкбир, подрались. Вот и Я развлекухи. помню, я на Сайсарах вырос, вот у нас милиционеры тогда очень удивлялись, что идет человек в дубленке, в норковой шапке, в кармане лопатник с деньгами, там какая-то нормальная сумма. К нему подбегают сзади, бьют его, начинают пинать, запинывают и уходят. Ни шапку, ни дубленку, ни бумажник, ничего не забирают, просто бьют. И полицейские такие, милиционеры, что происходит вообще, зачем это все? Но при этом была другая крайность. Ты вот идешь зимой, тебя тормозят, и говорят, у тебя ботинки хорошие, новые. Давай мои кроссовки забирай, я твои ботинки забираю. Такое тоже было. Офигеть. Да.
Надо говорить в таких случаях. У меня грибок. Предупреждать сразу. Ну, Если что, это- потом не это самое. Это начало самое нулевых, там грибок. Грибка не было. В он смысле не- шампиньоны? Нормально. Ну, это странно вообще, на самом деле, сейчас вспоминать, конечно, но вообще за внешку предъявляли постоянно. За шмот, за волосы, там, за атрибутику. Идешь с торбой Оникс, пожалуйста, по щам, это, потому что это район металлистов, допустим, и наоборот. И при этом тебя спрашивают, ты рэпер или металлист, если ты не можешь Я анимеш. назвать несколько альбомов Металлики, то опять-таки тоже получаешь по щам. Потому что мы дети, воспитанные людьми постсоветского воспитания. А люди советские, они были нормальными. Все нормальными, стабильно нормальными. То есть все должны были быть одинаковыми. И если ты отличаешься, значит, ты странный. Ну, это Не сложный надо вопрос. отличаться. Сложный вопрос, потому что, у меня отец, допустим, в клёшах ходил, когда битломания началась, у всех, если смотреть фотографии со школы, там у них у всех под Полом Маккартни причесон, это очень странно выглядит. Мне кажется, это в принципе ситуация, опять-таки, когда все вокруг не очень хорошо, а ты как-то просто выделяешь. То есть люди выходят уже изначально с мыслью «надо кому-то вточить». И они видят паренька с длинными И волосами. ты еще бесишь тут своими Да, и волосами. они такие, ну вот, как бы хороша ложка к обеду, как говорится, здравствуйте. Я рассматриваю возможность, то, что ко мне сейчас кто-то подойдет, именно потому что, допустим, у меня волосы, у меня татуировки. То есть ты до сих пор даже об этом... Да, в смысле, я рассматриваю, да, что возможно. Ну, и, кстати говоря, мне недавно кто за татуировки тоже на улице начали говорить, да, типа, За татушки? за татухи, типа такого, да. Сейчас. Да, сейчас. Расскажите мне лучший вопрос, который меня интересует. Вы донашивали одежду за своими старшими братьями и сестрами? Или это только я одна ходила в одежде своего Нет, старшего брата? Я тебе Старший больше того брат. скажу. У меня, так как нету родных братьев и сестер, я донашивал иногда одежду сыновей подруг моей мамы. У вас тоже это было нормальной практикой? Да, конечно. да. Я Старший помню, брат. что я носила кроличью шапку своего брата. Она была такая смешная, и у нас есть фотографии. Сначала он в этой шапке, потом я. Она такая вот остренькая, пушистенькая кроличья шапка, Да. пуховик, джинсы, и я девочка, и вот в таких вещах. И это выглядит Абсолютно нормально. так нелепо. Они такие большие, мешковатые, и я в этом всем. Очень сложно же вообще себя найти в этом мире. И насколько твоя работа сейчас дает тебе это ощущение, что вот это предназначение, это то, что я буду делать? На все 100%, я бы так сказала, потому что всегда у меня была проблема, я смотрела на других людей и думала, какие вы все классные, творческие, кто-то танцует, кто-то поет, кто-то хорошо рисует, а я вообще ничего не умею, и я думала, что-то я же должна уметь, а оказывается, я умею готовить, и это мое проявление творчества, так сказать. И я чувствую, что я на все 100% занимаюсь тем, чем я должна и чем я могу заниматься. А кем ты себя видишь через 10 лет? Я не знаю, я задумываюсь об этом, и я даже самой себе не могу ответить на этот вопрос, потому что я человек очень непредсказуемый даже для себя самой. Иногда я себя саму удивляю своими решениями импульсивными, типа вот как я выкупаю Хочу про бранч. Нет, джемпер за 20 тысяч. Да, я хочу джемпер за 20 тысяч рублей. Надо завести собаку. И я не знаю, к чему это приведет. Я такой человек, очень импульсивные решения — это моя фишечка, я бы так сказала. Не знаю, может, я перееду. Может, мы всей семьей соберемся и переедем за границу. Может, я буду развиваться в этом направлении и открою еще одну доставку еды или ресторан. Вообще, я бы мечтала открыть в Якутске ресторан итальянской кухни. Но в плане реализации это очень сложно. Идей много, а чтобы четких планов пока нет. Вот так. Ну и давай какую-нибудь пожелашку для зрителей, чтобы ты могла сказать людям. Никого не слушайте, себя слушайте. Будьте в себе уверены, и не надо прислушиваться к чужому мнению, особенно если эти люди не живут так, как хотели бы жить вы. Это отличная мысль. А вы смотрели «Ветви». Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Колокольчики обязательно. И подписывайтесь на да. не блогера Джулию Цезарис. Ссылка в описании. Все, всем пока. Всем пока. Все, устраивает вас? Yeah.